Закончить капитальное строительство спортивных центров, не потерять темп в привлечении федеральных соревнований на территорию республики и продолжить активную кадровую работу. Вот основные планы регионального Минспорта на будущий 2023 год. Сегодня в Госсовете Коми обсудили реализацию государственной программы развития физической культуры и спорта и региональный проект «Спорт. Норма жизни». Несмотря на уменьшение финансирования отрасли в следующем году, основные направления сохранят. Виктория Палкина подробнее. 600 мероприятий, 50 видов спорта, больше 70 тысяч участников. Вот лишь краткая статистика спортивной жизни региона в этом году. Несмотря на то, что перед нашими атлетами закрыты двери на международную арену, календарь всероссийских соревнований насыщенный. И все чаще крупные турниры принимает наша республика. 2022 год. Прошло достаточно много спортивных мероприятий федерального такого уровня, российского. Я думаю, что здесь даже девиз такой появился, что Республика Коми – территория спорта. Вот, не только бокс, там, и лыжи, другие виды спорта. Федеральный центр нам доверяет, мы справляемся с проведением таких мероприятий совместно и с Министерством спорта, и с управлением спорта города. Поэтому и олимпийских чемпионов, и они готовы сюда приезжать. Впрочем, если в Сыктывкаре есть площадки для проведения даже международных турниров, в том же Микуне, к примеру, нет ни одного зала. Точнее, не было. Уже в декабре здесь закончится строительство спортивного комплекса. Это уже вторая очередь. В рамках первой построили бассейн. Для 10-тысячного города действительно большое событие. Подобные объекты сегодня возводят в Ухте и Объятчево. Раньше такие стройки муниципалитеты даже боялись начинать. А все потому, что нужно подготовить дорогостоящий проект. Теперь решать вопросы с проектировщиками будет уже регион. Муниципалитеты не имеют финансовой возможности достаточно часто для того, чтобы составить проектно-сметную документацию. Она очень дорога. А тем более, что касается продолжения строек. Принято решение на республиканском уровне о том, что с 2023 года проектно-сметную документацию и строительство будет осуществлять за средства республиканского бюджета. То есть с муниципалитетов эта нагрузка уйдет. Для них, я считаю, это большой плюс. То есть они могут свои доходы направить на какие-то иные мероприятия. В 2022-м сразу 5 региональных спортивных школ обновили оборудование и инвентарь. Деньги направили и в муниципалитеты, причем не только на экипировку. Так, например, в Сысольский район на сегодняшний день поступили средства из резервного фонда в размере 809 тысяч. Будет сделана замена автоматической системы пожарной сигнализации в центре спорта, то бишь в спортивном зале, и в административном здании спортивная школа села Визинге. Присоединилась республика к федеральному проекту «Бизнес-спринт». Уже в этом году закупят оборудование для 2 умных спортивных площадок в Сыктывкаре и Ухте. Правда, установят их только в 2023. Но если для региона это новый механизм обновления инфраструктуры, то народный бюджет уже проверенная схема. У нас было запланировано 35 проектов в 17 муниципальных образованиях. Сегодня полностью реализовано 33 проекта. До конца октября мы ожидаем конец проектов в Инте и в Печоре. Мы также оснастили уличные тренажеры, сделали ремонт плоскостных сооружений. В этом году в Минспорте региона всерьез взялись за переподготовку тренерского штаба. В 2022 году курсы повышения квалификации прошли 202 специалиста. Современные спортивные объекты и тренерские кадры должны привлечь новых любителей физической культуры. Ведь уже к 2030 году по поручению президента как минимум 70% жителей региона должны заниматься спортом. Виктория Палкина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.